Арман Кашкенбеков. Эксперт международного уровня в сфере энергетики, устойчивого развития и зеленых технологий. Почетный генеральный директор Ассоциации возобновляемой энергетики Казахстана, член советов директоров крупнейших национальных и международных компаний, экс-топ-менеджер ООН, Rolls-Royce Energy, Canacop Phillips, Самру-Казына, Казэнерджи, Казинвест. Более 25 лет опыта в стратегическом управлении, инвестициях, энергетической политике, ESG и устойчивом развитии. Участвовал в реализации проектов на сумму свыше $400 миллионов, запуске первых государственных инициатив в области зеленых технологий и трансформации энергетического сектора Казахстана. Спасибо за приглашение. Приятно быть в вашем офисе. Меня зовут Арман Кашкенбеков. Я являюсь почетным энергетиком и экологом Казахстана. В настоящее время более 10 лет возглавляю Ассоциацию возобновляемой энергетики Казахстана. Мы с партнерами инвестируем в зеленые станции по всему Казахстану и добились, считаю, больших успехов. Что касается сферы устойчивого развития, почему я сегодня здесь, я в этой тематике тоже более 10 лет. Помимо зеленой энергетики, я также имел честь быть причастным к руководству Международным фондом по снежным барсам, возглавлял блок устойчивого развития ПРО, был одним из создателей ИКТИК, Международного центра зеленых технологий и инвестиционных проектов, и до сих пор активно работаю в этом направлении. Считаю, что мой опыт может пригодиться для организаторов данной выставки и конференции, поскольку наша общая цель – сделать Казахстан зеленым, достичь карбоновой нейтральности к 2060 году, как сказал глава государства. И, на мой взгляд, немаловажно, что это немного возвращение к истокам. Мы все с регионов и знаем, что наши великие предки, которые оставили наследство эту большую страну, всегда жили в полной гармонии с окружающей средой. Никаких выбросов, никаких emissions не было. То есть, на самом деле, мы возвращаемся к своим истокам, строя зеленый крест. Вот как раз-таки о вашем опыте. Вы работали в энергетике, в инвестициях, вы работали в международных организациях, экологических структурах. Это такой большой межструктурный опыт. И как вы можете оценить, насколько комплексно оценивать вы можете экологические вызовы на сегодняшний день за счет этого опыта? Вы правы, что правильно подчеркнули, что опыт работы в разных секторах экономики, промышленности, энергетики, зеленой тематики дает лучшее понимание по нахождению золотой середины для того, чтобы двигаться вперед. Потому что требования, допустим, экологического законодательства, они всегда выполнимы энергопроизводителями. Это ТЭЦами, ГРЭСами нашей страны. Иначе это приведет к существенному увеличению тарифа для конечных потребителей, что тоже, наверное, не совсем приятно. Я считаю, что этот мой опыт работы в разных секторах помогает мне как экологу, как руководителю Ассоциации зеленой энергетики Казахстана вырабатывать совместно с партнерами оптимальные решения, предложения для правительства, для администрации президента, как мы можем двигать зеленую повестку дальше. Я бы хотел сказать, что такая практика у нас имеется. Мы периодически раз в квартал обращаемся с официальными письмами, предложениями как на имя правительства, так и на имя администрации президента и главы государства. И вы знаете, на самом деле по многим из этих обращений всегда следует какой-то follow-up проработка. Это не может не радовать, потому что когда вы готовитесь с учеными, с партнерами, коллегами, предпринимателями предложения отправляете, вы всегда надеетесь, что они будут услышаны и будет какой-то follow-up. И сейчас он на самом деле присутствует. Может быть, не все исполняется так, как мы хотим, но это зависит в том числе и от нашей работы. Поэтому я считаю, что опыт для экологов очень важно иметь опыт промышленности, чтобы понимать how it works. Что это не только экологический кодекс и зеленая повестка глобальная и Казахстана, но это реальные возможности экономики и промышленности. И наоборот, для промышленников очень важно понимать тренды зеленого развития Казахстана, региона Центральной Азии и глобально, чтобы знать, в каком направлении мы двигаемся и что для этого нужно сделать. Какую роль могут играть региональные диалоговые площадки и саммиты, такие как РЭС, в выработке практических решений по экологии? Вы абсолютно правы. В вашем вопросе кроется вся суть ответа, что все международные выставки, конференции, которые проходят, будем говорить за свою страну, на территории Казахстана, должны иметь последствия follow-up, должны иметь продолжение и реализацию.
Я уверен, что в рамках данной глобальной региональной конференции экологической в апреле текущего года в столице нашей страны, городе Астане, будет принят разработан ряд рекомендаций по устойчивому, бережному, зеленому развитию всей Центральной Азии и Казахстана, которые будут дальше реализовываться в виде какого-то национального плана правительства, поручения главы государства или инициативы граждан и участников данной конференции. Почему я поддерживаю лично и как глава ассоциации будем, и наша ассоциация будет принимать участие, потому что еще 9 лет назад мы активно принимали участие в Астана Экспо 2017. Поэтому ваша выставка и конференция, на мой взгляд, является второй значимой спустя 9 лет. И это хорошо, что на протяжении раз в десятилетия мы проводим такие важные мероприятия. Потому что весь мир движется в зеленом направлении, несмотря на какие-то корректировки глобальные, региональные. Мы хотим построить зеленый Казахстан. Как я говорил, это возвращение к нашим истокам. Наши предки никогда не вредили. Живя в аулах, деревнях по всему большому Казахстану, было замкнутое цикличное производство. Таким образом, иногда все новое – это хорошо забытое старое. Задача нашего поколения и последующих более молодых поколений – это сохранить Казахстан и передать его дальше нашим потомкам чистым и зеленым. Задача непростая на самом деле, но я думаю, что вместе мы сможем реализовать. И почему важна данная конференция и ее международный статус? Без поддержки международных организаций, финансовых институтов, компаний эта задача является трудноосуществимой. Как все мы знаем, Казахстан ратифицировал Парижское соглашение 1916 года, где взял на себя обязательство до 30 года уменьшить выбросы вредных веществ, и прежде всего углекислого газа в атмосферу, на 15%. Но в случае поддержки международных финансовых организаций на целых 25%, что говорит о том, что международная коллаборация, сотрудничество нужно, поэтому я очень рад, что здесь будет много международных спикеров на уровне и глав государств, глав компаний, международных организаций. Ну и подытожу, я думаю, что по итогам конференции может быть принят какой-то план действий, куда войдут все наиболее разумные предложения, и как мы, как страна, будем их реализовывать. Потому что вы абсолютно правы в вашем вопросе. У каждой конференции должен быть follow-up, должна быть реализация, чтобы конференция не была ради самой конференции. Скажите еще, по вашему опыту вы посмотрели много, вы знали много. С точки зрения устойчивого развития, какие природные ресурсы Центральной Азии на данный момент требуют наиболее взвешенного и долгосрочного управления? Да, на самом деле Центральная Азия, если мы берем макрорегион из 5 центральноазиатских стран или республик, это огромная территория, конечно, большую часть которой занимает наша с вами страна, Республика Казахстан. Но это не наша заслуга текущего поколения, нашего с вами, а это заслуга наших предков, которые в этом непростом environment со всех сторон сохранили, завоевали, отстояли эти огромные территории, которые мы теперь используем. Задача устойчивого развития – это, как все мы знаем, бережно и разумно использовать имеющиеся природные ресурсы без вреда будущим поколениям. Мы не должны забывать, что после нас будут следующие поколения казахстанцев, наши дети, внуки, и их дети, и их внуки, как известно в песне. Поэтому мы должны бережно и разумно использовать как исчерпаемые природные ресурсы, которыми мы так гордимся, так и возобновляемые, которые вроде бы и не исчерпаются никогда. Конечно, мы должны делать больше упор на возобновляемую энергию солнца, ветра, воды, геотермальной, многих других альтернативных видов, которые еще не разрабатываются в Казахстане. Во-первых, потому что их себестоимость как сырья равна нулю. Слава богу, слава Аллаху, солнце есть в Казахстане. Ветер тоже. И всего 6,5% по итогам прошлого года используется в доле выработки всей генерации электроэнергии в стране. Приходится на чистые источники. Соответственно, потенциал понятный, более 90%. Во всех ключевых документах Казахстана стратегически закреплены бурный рост зеленой альтернативной энергетики. К 30 году это 15%, к 50 году 50%, не менее. А когда мы достигнем полной декарбонизации в 60 году,
я уверен, что доля будет свыше 80-90%. Вот, поэтому, конечно, Казахстану нужно вкладывать инвестиции, оказывать меры государственной поддержки в развитие зеленых технологий, зеленых производств. При этом не умаляя, не снижая внимание традиционных ресурсов, благодаря которым мы смогли построить свое независимое государство, эту прекрасную столицу, поднимать регионы. И, я надеюсь, уровень жизни 20,5 уже миллионов казахстанцев, как вчера в новостях сказали, нас почти 20,5 миллионов. Это и нефть, и газ, и уголь, и железная руда, и уран, и пшеница, и металлы, и много чего. Вся таблица Менделеева, мы так гордимся. Но нужно не просто гордиться тем, что у нас есть, а, на мой взгляд, как мы разумно это все используем. Насколько важно вовлечение бизнеса и инвесторов в проекты, связанные с сохранением природы и устойчивым использованием ресурсов? Вы знаете, у вас все вопросы хорошие, и в вопросе звучит ответ. Можно ответить коротко, можно ответить распространенно. Критически важно участие частного капитала и бизнеса во всех экологических зеленых инициативах государства. Государство может, но не обязано тянуть эту лямку на себе. Здесь должен бизнес подключаться и нести свою так называемую экологическую социальную ответственность, заботясь о той окружающей среде, регионах, районах, экосистемах, где они работают, где они делают деньги и зарабатывают. Соответственно, здесь нужна взаимосвязь с комьюнити из данных регионов, аулов, деревень, городов, областей, всех регионов Казахстана. Вот, поэтому, конечно, бизнес еще не пришел в экологическую повестку. Государство является флагманом и драйвером. Это нормально, это международная практика. Я вот вам скажу на конкретном примере зеленой энергетики. Государство создало в 2009 году еще первоначальные условия, приняв закон по поддержке возобновляемых источников энергии в Казахстане. И сейчас это бизнес, который реализовывает казахстанские и иностранные крупные зеленые проекты, потому что эта отрасль стала инвестиционно привлекательной. Тем не менее, мы не должны забывать о поддержке казахстанского бизнеса, делать упор на наших родных казахстанских предпринимателей, потому что это наша страна, и они должны инвестировать и зарабатывать, в том числе на новой экологической повестке. Это и касается помимо зеленой энергетики и мусора, перерабатывающих заводов, раздельного сбора мусора, переработки пластика, спасения животных и так далее. В Казахстане очень много богатых людей, они все известны, и я уверен, что они еще повернутся лицом к экологическим инициативам городов, правительства и страны. Я знаю, что у многих у них есть желание. Допустим, глава государства сказал, что скоро будет создаваться Международный фонд защиты биоразнообразия в Казахстане, впервые в истории под его руководством. И многие предприниматели сразу сказали, как только фонд будет создан, мы готовы туда заходить и финансировать, потому что бережное отношение к природе и к окружающей среде – это вопрос каждого гражданина, а не только государства. Самой выставки. Спасибо большое за приглашение. Желаю проведению данной важнейшей конференции, выставки в апреле, 22-24 апреля текущего года в Астане, столице нашего государства, большого успеха и конкретных действий, как продолжение обсуждению важных дискуссий, выработки предложений, которые будут в ходе проведения конференции и выставки. Мы, как Ассоциация возобновляемой энергетики Казахстана, постараемся принять самое активное участие. Не для того, чтобы засветиться на выставке, а для того, чтобы продолжать вносить свой вклад в построение зеленого, чистого и демократичного Казахстана.